15 февраля в нашей стране отмечался День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Главное мероприятие, посвященное воинам-интернационалистам, традиционно состоялось в сквере участников локальных конфликтов. У здания военного комиссариата собрались не только участники войны в Афганистане, но и вдовы и матери погибших, школьники и студенты, а также просто неравнодушные сосногорцы. Мы разделяем боль утраты со всеми, кто потерял на войне своих близких, друзей, однополчан, и отдаем дань глубокого уважения и признательности выжившим землякам-героям. Эти герои среди нас. Даже сегодня они, сильные духом, мужественные и храбрые, продолжают отдавать все свои силы Отечеству, работая на благо нашего района, на благо его жителей. Они воспитывают в наших детях самоотверженность, чувство долга и любовь к родине. За 10 лет через афганскую войну прошли 132 жителя Сосногорского района. В их числе и Игорь Васильев. Когда конфликт только начался, будущему ветерану было только 10 лет. В детстве он не мог даже и представить, что все тяготы солдатской жизни ему предстоит пережить лично. Прошло время, и в 80 году меня призывают в армию, и я после учебного центра попадаю в Республику Афганистан. Там я прослужил около года. Но служба была нелегкой, прямо сказать, и погодные условия были. И вот мне так, наверное, как сказать, посчастливилось, что в 80 году я еще служил, и мне пришлось выходить с этой республики Афганистан, с этой войны. Вот мы закончили ее. Я могу сказать, что с гордостью, да, нас никто не победил. Каждый год, конечно, будем это все вспоминать опять и опять. Из 132 сосногорцев, участников афганской войны, домой не суждено было вернуться 3 нашим землякам. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Затем сосногорцы возложили цветы и венки к мемориалу, расположенному вблизи военкомата. Чествование воинов-интернационалистов продолжилось в городском доме культуры «Горизонт». В его стенах состоялась встреча ветеранов афганской войны с главой Сосногорского района Сергеем Дегтяренко. В неформальной обстановке участники встречи вспомнили боевое прошлое, получили юбилейные награды, а также отдали дань уважения матерям солдат, погибших на полях сражений. А накануне Дня памяти торжественные мероприятия прошли в школах Сосногорского района. Юные сосногорцы вспоминали земляков, отдавая дань уважения тем, кто проявил высочайшую силу духа, самоотверженность и героизм, выполняя боевой долг в горячих точках во время афганской и чеченских войн. А вам просто одно хочу пожелать, что бы ваше поколение, наверное, жили без таких вот катаклизмов, и чтобы вам не выпадало, и вам не приходилось никогда в жизни делать шаг вперед. Потому что шаг вперед делать для мужчины, это много значит, а по-другому поступить нельзя. Еще раз огромное спасибо от нашего общества, всем вашим преподавателям, лично вам, каждому, за то, что вы искренне храните память об этих пацанах, наших друзьях и товарищах. Спасибо. Особые слова глубокого уважения звучали в этот день в адрес матерей воинов-афганцев. В 5-й школе на встрече присутствовала мать Николая Шеленкова, погибшего при исполнении служебного долга в Афганистане в 1983 году. По просьбе учеников Галина Шеленкова рассказала, каким был ее сын в их возрасте. От ребят он сверстником ничем особо не отличался. Очень был общительный, улыбчивый. Всегда у него улыбка постоянно была. С соседкой поздоровается, улыбнется, товарища встретит, улыбнется. Всегда улыбчивый. Любил животных. Этих бездомных собачек подбирал, кошек тащил домой. Хотя дома у нас было и кошка, и собака, и рыбки были, хомячок. Но он не мог пройти, если увидеть там маленького котенка или кутенка. Всегда домой притащил. Я говорю: Коля, сколько ты будешь собирать их? Мама, жалко же. Потом очень любил читать. Компьютеров не было тогда, так он читал день и ночь.
И ему уже в библиотеке сказали: мальчик, ты уже у нас все книги перечитал, теперь в юношескую иди записывайся. Урок мужества прошел и для юных спортсменов Сосногорска. В клубе единоборств «Гладиатор» собрались боксеры, рукопашники и дзюдоисты. Ребята узнали, как и когда началась война, услышали воспоминания ветеранов о страшных событиях, через которые им пришлось пройти. Когда уже сами уже попали мы на Гульхану, это основная база была в Афганистане погранотряда, где расформировали пограничников по разным заставам службы. Там я попал на Каздыкский мост, охрана моста Каздыкского. Было у меня 6 машин подразделения, я был старший механик-водитель. Отвечал за все эти машины, сопровождал колонны. Колонны в основном ходил головной машиной, первой машиной ходил я, БМП. Минутой молчания собравшиеся почтили память воинов, не вернувшихся домой и ушедших уже в мирное время. Подобные встречи, несомненно, отложились в памяти каждого школьника. Ведь это прежде всего воспитывает в них патриотизм, уважительное отношение к тем событиям, а также развивает интерес к истории своей родины. Влада Гришаева, Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В администрации района состоялась встреча, пролившая свет на вопросы, давно и регулярно обсуждаемые жителями. Освещение железнодорожной части города и поселков стало главной темой круглого стола, за которым собрались все, или почти все заинтересованные стороны. Инициаторами встречи стали депутаты и глава района, предложив заменить формат многолетней переписки между ведомствами разговором лицом к лицу. Как отметил депутат районного совета Вадим Кучумов, на протяжении нескольких последних лет на всех комиссиях, цитата, «мы слышим от управления ЖКХ, что основной проблемой являются ресурсники, на чьем балансе находятся сети. Может быть, это не так?» Мы хотели бы послушать все стороны, в чем вообще проблема. Заместитель начальника управления ЖКХ Виктория Гоголева рассказала, что решение наболевшего вопроса, который поднимался между собственниками сетей и муниципалитетом более десятка лет, наконец-то обрел конкретные планы и сроки. Руководство РЖД согласовало количество опор и стоимость их аренды. Это подтвердил и начальник Сосногорской дистанции электроснабжения Егор Тучин, сообщив, что подписание договора находится на завершающей стадии. Он у нас уже буквально 90% готов. Я думаю, мы на этом неделе еще его доработаем и предоставим управлению ЖКХ уже. Он у нас уже есть с вашей стороны, да, чтобы... В основе такой есть. Мы его уже видели, Сергей Алексеевич, он поступил вчера. Я его уже сама согласовала, то есть некоторые моменты там выделили, то есть, да, все. Можно сказать, то, что так долго мы ждали, это нам пришло. Как отметили обе стороны, окончательное согласование и подписание договора – дело нескольких дней. Отметим, что благодаря этому договору муниципалитет получит возможность модернизировать светильники, то есть не только улучшить качество освещения, но и сэкономить значительные денежные средства с помощью современных технологий энергосбережения. Приняли в ЖД части потребления одного светильника 400 Вт, микрорайон Сосновка у нас 150 Вт. Были озвучены и планы работ по модернизации уличного освещения. Наши планы таковы. Мы начнем, не хватая за все, составим какой-то сейчас минимальный план ЖД-части. Начнем, скажем так, снимать светильники старые, менять их на дна. Представитель подрядчика отметил, что после того, как будут получены и согласованы все условия техподключения, можно будет начать поэтапную замену светильников. Всего в аренду муниципалитету будет передано 636 опор, принадлежащих железной дороге. В это число входят не только столбы в городе, но и по улице Набережная в Усть-Ухте. К слову, работы по замене светильников силами муниципалитета на этой улице завершились еще в прошлом году, да и свет там обещали дать в конце декабря. Почему этого не произошло, пояснил подрядчик. Получилось так, скорее всего, что именно в эту подстанцию, пока мы производили работы, тоже был направлен пакет документов. Этот фидер, который был выделен под нас, он просто был направлен по новым техусловиям другому абоненту. Новый запрос на подключение уже направлен. После получения согласования начнутся непосредственные работы. Депутаты заострили внимание на конкретику сроков. Даты «потом» и «скоро» во внимание не принимаются. Работы по подключению улицы Набережная в Усть-Ухте должны завершиться к марту этого года.
За соблюдением этих сроков должны проследить и заказчики управления ЖКХ, и депутаты, которые получают оперативную информацию непосредственно от местных жителей. Множество вопросов накопилось и от жителей поселков Малая Пера и Ирайоль. Конкретные адреса и проблемы озвучила депутат Ирина Ушакова. В частности, почему до сих пор, несмотря на многократные обращения, нет освещения на детской площадке Ирайоля. К сожалению, когда мы выехали туда, автовышка проехать просто не смогла физически. Там даже если почистить снег или не почистить, там просто невозможен заезд. Поэтому электромонтер неоднократно пытался залезть на костях. По словам подрядчика, столб железобетонный, и зимой по обледенелой поверхности забраться очень проблематично. Там подвес 150 метров провода, то есть это не на одну опору надо, представляете, это надо лезть со светильником, с таким количеством провода и производить работы на высоте. Если был бы подъезд спецтехники, эта работа, конечно, была выполнена еще в декабре. При этом подрядчик пообещал, что как только на улице установятся стабильно положительные температуры, эти работы будут выполнены. Обсудили ситуацию и по другим поселкам, обозначив самые проблемные места и сроки выполнения работ по ним. Однако часть вопросов осталась без ответа. Некоторые линии уличного освещения в поселках района принадлежат другой организации, а именно МРСК «Северо-Запад». Они тоже были приглашены на встречу, однако руководство МРСК сослалось на занятость и за круглым столом не присутствовало. Хотя вопросов к этой организации у муниципалитета и депутатов накопилось немало. Участники круглого стола решили собраться в подобном формате еще раз, чтобы получить недостающие ответы и держать на контроле уже поставленные задачи. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. «36 юных сосногорцев пополнили на минувшей неделе дружную семью сосногорских кадет. Торжественное обещание пятиклассники, а также их старшие товарищи произнесли в стенах городского дома детского творчества. Неукоснительно соблюдать. Неукоснительно соблюдать. Законы чести кадета. Законы чести кадета. Всю жизнь нести гордое имя. Всю жизнь нести гордое имя. Кадеты Сосногорской кадетской школы. Кадеты Сосногорской кадетской школы. В знак чего целую знамя. В знак чего целую знамя. После того, как торжественная клятва была произнесена, новобранцы получили первые в своей жизни погоны из рук офицеров, а также выслушали напутственные слова от почетных гостей церемонии. Сегодня, пожалуй, один из самых важных дней вашей жизни. Вы не просто дали торжественное обещание кадета. Вы принесли присягу любимому городу, нашей республике, нашей великой стране. Вы стали кадетами. И с этого момента у вас возникают новые обязанности. Быть кадетом – это не просто носить форму, но и быть дисциплинированным, не бояться трудностей, дорожить дружбой, упорно и настойчиво учиться и, конечно же, уверенно идти к своей цели. Принятие присяги – ответственный момент, имеющий большое значение для каждого кадета. Несмотря на то, что мальчишки и девчонки заметно волновались, они всячески старались демонстрировать военную стойкость и выдержку. Быть кадетом – это значит служить Отечеству, всегда носить гордое имя кадета. Сегодня я приму присягу, и это как-то переживательно, боишься чего-то. Но я просто готов взять страх в руки и побороться с этим. Еще одной важной частью торжественной церемонии стало присвоение старшим воспитанникам школы очередных специальных званий. Торжественное обещание кадета – это главное событие кадетской школы. Именно после этого обещания кадеты становятся настоящими кадетами. Я надеюсь, что все слова, которые сегодня произнесут, они эти слова будут помнить и будут всегда гордиться, что они выпускники Сосногорской кадетской школы. По завершении торжественной церемонии, твердо чеканя шаг, кадеты прошли торжественным маршем. Подарком для всех ребят стал праздничный концерт. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.